Одним из направлений работы отдела передового педагогического опыта является издание журнала «Столичное образование». Главным редактором данного журнала является наш начальник Василий Васильевич Петров, заместителем редактора Нижник Надежда Николаевна. Ну и все наши специалисты, которые работают в нашем отделе, а их всего у нас 4. Рубрики журнала разные. Ну вот, например, такие. Мы очень часто ее употребляем. Актуально, короткой строкой о главном. Здесь мы освещаем в основном самые важные и самые актуальные вопросы, которые существуют в течение данного месяца или полутора месяцев. Дальше у нас идет мастерское сотрудничество. Мы рассказываем о работе отдельных образовательных организаций, о работе отдельных педагогов, об авторских технологиях, об исследовательском и экспериментальном опыте наших педагогов. Технология и практика. Здесь также мы показываем отдельную работу образовательных организаций по каким-то определенным направлениям и также работу педагогов наших организаций по отдельным определенным направлениям. Также у нас существует рубрика для молодых педагогов. Я делаю так. Здесь молодому педагогу на заметку. То есть более опытные коллеги передают свой опыт, который могут использовать в своей работе педагоги. С недавнего времени, с прошлого года, мы ввели несколько интересных рубрик, потому что первая рубрика «Я хочу вам рассказать». Эта рубрика посвящается творческом портрете. Здесь рассказывается, вернее, творческий портрет предоставляется какого-то определенного педагога и рассказывается не о его конкретных профессиональных педагогическом мастерстве, а о том, какой это прекрасный человек, какой он вклад внес в развитие нашего образования, нашего города. И мы еще ввели совсем недавно рубрику «Доска почета», потому что каждому человеку приятно, когда о нем говорят, что он на слуху, и каждому человеку дает какой-то стимул в работе, когда его имя звучит в течение определенного времени, какого-то времени. Ну, на доску почета у нас помещаются люди любого, так сказать, возраста и любые специалисты. Только единственное основание для занесения участника на эту доску почету, так сказать, является рекомендация непосредственно директора образовательной организации. Очень такая приятная, так сказать, рубрика у нас есть «День рождения». Мы, значит, в этой рубрике отмечаем как дни рождения образовательных организаций. Мы делаем такие красивые поздравительные открытки, указываем там, рассказываем немного об истории образовательной организации, ну и какие-то отдельные поздравления. И точно так же мы делаем эту рубрику, когда чествуем более таких очень именитых, так сказать, педагогов нашего города. Мы тоже поздравляем их в таком вот открытом виде через наш журнал. Поэтому мы вас всех приглашаем к сотрудничеству с нами. Мы будем рады видеть вас на страницах нашего журнала.